Еще с 2007 года Дом печати был одним из символов восстановленного Грозного, и прошедшие события изменили его до неузнаваемости. Но за реконструкцию здания взялись оперативно. Ответственным глава Чечни назначил первого вице-премьера Исуту Мхаджиева. Почти можно сказать, материал заказать новый. Там Эйдол Должностный комитет уже Привыкнуть к новому виду здания, теперь уже резко контрастирующему с городской архитектурой, люди просто не успеют. Дом печати планирует восстановить в ближайший месяц, и он не запомнится жителям Грозного в таком неприглядном облике. Новый год, да, Новый год, Сегодня их рабочий день начинается не с проверки почты, а с разбора завалов. Редакции 10 периодических изданий, 2 информационных агентства, школа юнкоров, карпункты федеральных каналов и даже гостиница. Теперь сложно распознать, что и где здесь находилось. Там, где еще позавчера журналисты занимались преимущественно интеллектуальной работой, сегодня важна главным образом физическая сила. Отделку придется выполнять заново, и работу усложняет, что для начала нужно снять то, что осталось от прежней. В Чеченском управлении строительства говорят, что сил для этого достаточно. Сюда привлечены силы и средства структурных подразделений Чеченского управления строительства. 5-6 управлений, за которыми закреплены конкретные этажи, у каждого свой участок. Идет расчистка завалов, очистка внутренних помещений от мусора. Первую экскурсию в сгоревший Дом печати сотрудники министерства совершили еще накануне. В этих кабинетах мало что уцелело, но самое ценное, как выяснилось, не подвластно даже огненной стихии. Сохранившиеся вещи журналисты забрали домой, чтобы уже к началу года обставить ими свои новые рабочие кабинеты. Аза Исаева, Тамерлан Арсанукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.